Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока, герои сегодняшней игры, ученицы 11 класса Жанна и Ксения. Добрый вечер. Здравствуйте. Я пришла на эту телепередачу, чтобы расширить свой кругозор, получить позитивные эмоции, улучшить знание татарского языка. К сожалению, татарским языком я владею не в совершенстве, но все же я надеюсь на победу. Жанна, Ксения, правила нашей игры, в частности первого тура, очень простые. Сейчас перед вами появятся две темы. Надо будет выбрать одну из них и решить, кто из вас будет выбирать первым. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов перевести с русского языка на татарский. Чтобы было проще, я дам вам 3 варианта ответа. Ответите правильно, получите 2 балла. Ответите неправильно, и возможность заработать 1 дополнительный балл будет у вашего соперника. Все понятно? Да. Уважаемые телезрители, мы начинаем первый тур телеигры «Переведи». Жанна, Ксения, 2 темы. Премьера, осень. Кто из вас выбирает первым? Ну, я уступаю это право Жанне. Спасибо. Итак, Жанна, премьера или осень? Премьера. Вы любите премьеры? Люблю. Уважаемые друзья, у нас премьера с Жанной. Итак, Жанна, играем в премьеру, точнее в тему премьера. Вопрос номер 1. Как на татарский язык переводится слово «сцена»? Мейдан, эсасан, сахна. Мне кажется, первый вариант. Вам кажется, что сцена – это мейдан? Но я не уверена. Так. Жанна. Я не хочу уступать. Пусть будет третья. Пусть будет третий. Это логика какая-то, интуиция подсказала. Да. Итак, принимается. И это правильный ответ. Сахна – это сцена, эсасан – это в основе, в корне. Мейдан – это площадь, территория. Ксения, играем с вами. Ксения, как по-татарски будет слово «зритель»? Томашаще, тыңлауще, уйыштыруще. Ну, скорее всего, это первый ответ, наверное. Томашаще. Да. Знакомы со зрителями? Нет, но интуиция подсказывает. Что ж, я не знаю, как противостоять этой женской интуиции, но это правильный ответ. Тыңлауще – это слушатель, уйыштыруще – это организатор, а томашаще действительно зритель. Играем с вами, Жанна. Жанна, скажите, пожалуйста, вот чем вы увлекаетесь по жизни? У вас есть, может, какие-то увлечения? Да, я участвую в школьной научной деятельности. Вы Республиканские конференции, международные. Интересно, а по какому предмету профиль? Химия, биология, обществознание, история. Скажите, пожалуйста, а вот кем мечтаете стать все-таки? Набор предметов очень специфический. Медицинский университет, химический, институт фундаментальной медицины, биологии, может быть, генной инженерия, или же юриспруденция, гуманитарные науки? Я еще не определилась точно, потому что мне как близка химия, биология, также и направление обществознание, история. Ну да, времени у вас еще очень много, я согласен. Но мне кажется, все-таки гуманитарное направление. Это мое. Хочется связать свою жизнь с юриспруденцией. Вот так вот. Да. Планируете уехать за пределы Казани или остаться в Казани? Ну, если учитывать, что моя двоюродная сестра учится в МГУ, то что можно попробовать. Ну, неплохо. Попробуем сыграть с вами третий вопрос. Переведите на татарский язык в первый раз. В первый раз. Сунга тапкар, тауги тапкар, шираттага тапкар. Первый. Сунга тапкар. Да. Принято. Это неправильный ответ. Ксения, есть возможность заработать целый 1 дополнительный балл. Как же по-татарски будет в первый раз? Тауге тапкар или щираттага тапкар? Ну, я выберу второй вариант ответа. Тауге тапкар. Да. Принято.
Это правильный ответ. Соңғы тапқыр это последний раз. Шираттағы тапқыр очередной раз. А тәугі тапқыр это в первый раз. Ксения, продолжаем играть с вами. Скажите, пожалуйста, а вот вы чем увлекаетесь по жизни, помимо кропотливой учебы каждый день? Ну, особо я ничем не занимаюсь, так как учеба занимает большую часть моего времени. Мне это интересно, познавательно. То есть вышиваете, может, крестиком вяжете? Ну, скучными вечерами, конечно. А у вас бывают скучные вечера? Иногда. А, играете там в шахматы, в шашки? Ну, приходится. Приходится, в смысле приходится, у вас без... Ну, с друзьями иногда, чтобы было интересно. Уникальные друзья, играют в шашки, в шахматы, здорово. А компьютерные игры, социальные сети? Конечно. Ага, вот что занимает максимальное количество вашего времени. Да. 4-й вопрос, он по праву ваш. Переведите на татарский язык слово «главная роль». Уйнаущая роли, ин эйбет роль, тип роль. Так. Скорее всего, это тэп-роль. Это правильный ответ. Уйнаущая роли – роль игрока, играющего. Ин эйбет роль – самая хорошая роль. А тип роль – это главная роль. Жанна, играем с вами. Жанна, как на татарский язык переводится слово «впечатление»? Тәсир, кишереш, хис. Как говорят вот впечатления мои? Тәсирләрем, кишерешләрем или хисләрем. Мне кажется, третий. Третий вариант ответа. А вы как-то выбираете цифры? Это какая-то логика есть там, я не знаю. Ну нет, просто выбираю. Принято. Это неправильный ответ. Ксения, вы чувствуете, вам везет сегодня? Да. Скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово «впечатление»? Тәсирләр или кишерешләр? Могу подсказать, точно не хисләр. Ну, пусть будет первый вариант ответа. Это правильный ответ. Действительно, тәсирләр – это впечатление. Кишерешләр – это переживание. Хисләр – это чувство. Так, Ксения, играем с вами. Ксения, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «аплодисменты»? Оккышлар, алкышлар, сагышлар. Как говорят? Аплодисменты, говорят. Оккышлар, или алкышлар, или сагышлар. Вот этого я, конечно, не знаю. Но... Но Тык-тык-тык-тык, не знаю, как вариант. Но... скорее всего, это первый вариант. Почему-то мне так То кажется. есть вам кажется, что аплодисменты – это оккышлар? Да. Принято. Это неправильный ответ. Жанна? Ну, Это мой шанс. должен же быть момент, когда что-то должно вернуться обратно, то, что убежало из ваших законных рук. Как же по-татарски будут аплодисменты? Алкышлар или сагышлар? Обычно интуиция меня не подводит, конечно, но в этот раз я не могу на нее полагаться, поэтому буду выбирать логически. Пусть будет второй. Второй. Да. Любить так любить, стрелять так стрелять. Принято. Это правильный ответ. Алкышлар – это аплодисменты. Оккышлар – это лебеди. А сагышлар – это печали. Итак, двигаемся дальше. Играем с вами, Жанна. Жанна, вы смогли отквитать дополнительный балл, все здорово. Переведите, пожалуйста, на татарский язык слово «рецензия». Сүз тізімі, тикшеру,
бейлеме? Мне кажется, это первое. То есть вы считаете, что сустизме – это рецензия? Возможно. Возможно. Теперь не уверена. Теперь вы не уверены. Пусть будет первое. Пусть будет первая. Была не была. Это неправильный ответ. Итак, Ксения, есть возможность заработать 1 дополнительный балл. Как же по-татарски будет рецензия? Тикшеру или бейлеме? Трудный вопрос, конечно. Но опять же интуиция подсказывает, что это второе. То есть вы считаете, что рецензия – это тикшеру? Да. Принято. Это неправильный ответ. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, рецензия по-татарски будет бейлеме. Тикшеру – это разбор, расследование, а сустизме – это словосочетание. Итак, 8-й вопрос первого тура. Достается он вам, Ксения. Ксения, как на татарский язык переводится слово «развязка»? Чишелеш, киселеш, тепфикер. Ксюша, юбочка из плюша. Так, я думаю. Русая коса. Мне кажется, эта песня преследовала вас все детство. Конечно, вы правы. А вас, наверное, стюардесса по имени Жанна. Да. Я выбираю первое. Вы выбираете первое. Интуиция? Интуиция. Принято. Это правильный ответ. Действительно, развязка – это шишелеш. Киселеш – это разрез, сечение. Тепфикер – это основная идея. Ну что ж, на этом 8 вопросов перевода с русского языка на татарский подошли к концу. Но традиционно в первом туре мы разыгрываем 2 бонуса, которые предполагают, что необходимо перевести слово с английского языка на татарский. Вариантов ответа в этом случае не предлагается. Ну что ж, поехали бонусы. Первый вопрос достается вам, Жанна. Как же с английского языка на татарский переводится слово arts? Сейчас. То есть английский перевод на русский я знаю, теперь осталось мало. Ну пусть будет это рассем. Рассем. Это неправильный ответ. Ксения, как же с английского языка на татарский переводится слово arts? Ну, почему-то я думала так же, как и Жанна. Но нужно подумать еще. Давайте еще подумаем. Сенгать или сенгет, что-то такое. Что-то такое. Сенгат или сенгет? Сенгать, наверное. Что-то такое. Принято. Что-то такое сенгет? Сенгет. Это правильный ответ. Правда, слово произносится как сенгет. В действительности art – это искусство. Сенгет, вы заработали 3 дополнительных балла. Итак, ваш вопрос, Ксения. Как с английского языка на татарский переводится слово to play? To play. Ну, на русский оно переводится как играть, а на татарский... В голове слово крутится, а вспомнить я его, к сожалению, не могу. Жанна, у вас есть уникальная возможность, просто нереально уникальная возможность заработать 2 дополнительных балла и подобраться к Ксении. Итак, Жанна, как же с английского на татарский переводится слово to play? Ну, может быть, юри или юрибес. Юри или юрибес. Да. Принято. Это неправильный ответ. Уважаемые участницы, действительно, to play – это играть. И по-татарски играть будет уйнарга. На этом первый тур сегодняшней игры подошел к концу. Результаты первого тура следующие. Жанна, вы набрали 3 балла. Ксения, вы набрали 10 баллов. По итогам первого тура впереди вы, Ксения, но это только начало. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Добрый вечер. Меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык.
Сегодня с нами играют ученицы 11 класса, одноклассницы Жанна и Ксения. Первый тур позади, и по итогам этого тура впереди Ксения. У нее 10 баллов. У Жанны 3 балла. Жанна, Ксения, вы готовы ко второму туру? Да. Точно. Ну что ж, уважаемые телезрители, сейчас начнется второй, но не последний тур нашей телеигры. Жанна, Ксения, перед вами появятся две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого тура, и это вы, Ксения. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов перевести с татарского языка на русский. Ответите правильно, заработаете 4 балла. Ответите неправильно, и возможность заработать 3 дополнительных балла будет у вашего соперника. Все понятно? Да. Ну что ж, тогда мы начинаем. В эфире телеигра «Переведи». Жанна, Ксения, перед вами две темы: география и осень. Ксения, вы выбираете. Ну, пусть будет осень. Итак, играем в осень, играем с Ксенией. Ксения, подскажите, пожалуйста, как на русский язык переводится «уңыш жиярга»? Собирать цветы, собирать овощи, собирать урожай. Ну, точно не собирать цветы. Угу. Скорее всего, не собирать овощи, а значит, остается только собирать урожай. Значит, только остается собирать урожай. Это правильный ответ. Собирать цветы – щащак жиярга. Собирать овощи – яшельща жиярга. А уңыш жиярга действительно это собирать урожай. Играем с вами, Жанна. Жанна, что значит копщик? Ведро, корзина, мешок. Ну, пусть будет мешок. Пусть будет мешок. Это правильный ответ. Ведро – это щелек, корзина – это корзин, а вот, собственно, копщик – это мешок. Ксения, играем с вами. Ксения, скажите, пожалуйста, а как на русском языке звучит «көзгө күн»? Осенний день, праздничный день, дождливый день. Ну, кэс – это осень, значит, первый вариант ответа – осенний день. Все очень логично, все очень просто. Это правильный ответ. Праздничный день – это бейрамкин. Дождливый день – яңгырлыкин. А көзгө күн – это осенний день. Жанна, играем с нами. Как на русский язык переводится слово «яфрак кыйылу»? Листопад, трава пожелтела, падение веток. Мне кажется, это первый вариант. Листопад. Да. Ну, учитывая, что тема осень, собственно, вполне логично. Это правильный ответ. Трава пожелтела, улянь саргайды. Падение веток ботакларның тишуы. А яфрак кыйылу – это листопад. Пятый вопрос. Что такое кырау? Кырау. Звонок, заморозки, поле. Интересный вопрос, но точно не звонок. Угу. А вот поле либо заморозки. Ну, пусть будет второе, заморозки. Пусть будет второе, заморозки. Это правильный ответ. Звонок – это кангарау. Поле – это кыр. А кырау – это заморозки. Жанна, играем с вами. Жанна, переведите, пожалуйста, на русский язык слово «бертыкле». Мелкий, осенний, зерновой. Так. Третье. Третье. То есть вы считаете, что бертыкле – это зерновой, правильно? Я вас понял. Ну, я, честно говоря, не знаю. Интуитивно. Интуитивно, просто вот интуиция. Просто случайно, ну, как бы. Правильный ответ. Действительно, бертыкле – это зерновой. Мелкий – это вак, осенний – это көзгө. Как, собственно, Ксения уже говорила, көз – это осень. Итак, седьмой вопрос, Ксения, играем с вами. Это последний вопрос из тех 8, которые предназначаются вам во втором туре. Переведите, пожалуйста, на русский язык слово «яом тышемле».
ненастный, ясный, ветреный. Ну, мне почему-то кажется, что это не ясный и не третий вариант ответа. Пусть будет первый вариант. Пусть будет первое. Это правильный ответ. Ненастный действительно яум тышемле. Ясный ояс, ветреный жилле. Последние вопросы очень сложные, Жанна, и последний вопрос второго тура достается вам. Переведите на русский язык слово «рянге». Облако, клен, облачный. Мне почему-то кажется, что это не второе. То есть вы считаете, да, что рянге это не клен, а либо облако, либо облачный. Да. Ну, пусть будет третье. Пусть будет третий. То есть рян это облако, а рянге это облачный. Ну, логично. Ну, логично, так логично. Принято. Это неправильный ответ. Ксения. Но если это неправильный ответ, то тогда остается предположить, что это клен. Тогда остается предположить, что это клен. И это правильный ответ. Видите, вы изначально исключили правильный вариант ответа Жанны. Действительно, рянге это клен. Облако болот, а облачный болотло. Уважаемые участницы Жанна, Ксения, на этом второй тур сегодняшней игры подошел к концу. А по итогам второго тура, Жанна, вы набрали 12 баллов. Ксения, вы набрали 19 баллов. Общий счет игры 29-15, впереди вы, Ксения. Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи». Впереди нас ждет финальный раунд. Оставайтесь на нашем канале. Жанна, Ксения, правила финального тура очень просты. Сейчас перед вами появятся две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого и второго туров. И это вы, Ксения. После этого вашему вниманию предложу 8 слов перевести с русского языка на татарский. Только 3 вариантов ответа в этом случае не будет. Ответьте правильно, заработайте 4 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать 5 баллов на вашем вопросе получит ваш соперник. Все понятно? Да. Это финальный раунд, телеигра «Переведи». И мы начинаем. Жанна, Ксения, две темы. Авиация, физика. Ксения, выбирайте. Ну, давайте авиация. Играем в авиацию, точнее в тему авиация вместе с Ксенией. Ксения, итак, первый вопрос. Как по-татарски будет летать? Летать. Сразу вспоминаются птицы, но слово в голову не приходит. Жанна, 5 баллов на кону, очень помогает, очень необходимо. Как же по-татарски будет летать? Так, мне нужно подумать. Так, подумайте, конечно. В этом процессе у меня вырастает борода, я старею, мне палочка приносит. Ну, годы идут просто, Жанна думает. Я не знаю. Итак, уважаемые телезрители, летать по-татарски будет ущарга. Жанна, играем с вами. Как по-татарски будет слово «воздух»? Так. В голове вертится, но я не могу вспомнить. Это несложное слово на самом деле. Я понимаю, что когда я вам скажу, или ваша соперница его отгадает. Да, я отгадаю. Итак, Ксения, у вас есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Как же по-татарски будет воздух? Хава. Принято. Это правильный ответ. Ксения, играем с вами.
Как по-татарски будет летчик? Ну, может быть, от слова летать что-нибудь. Угу, что-нибудь может быть. Ваша логичность мне нравится. Так, если летать учрашырга, Учарга летать. Да. учарга, не знаю. Жанна, это очередной шанс. Да. Как же по-татарски будет летчик? Так, если летать... Ощарга. Ощарга. И я обуславливает гармонию интересов. не знаю. Не знаете. Уважаемые телезрители, летчик по-татарски будет ощуща. Все очень просто. Итак, Жанна, играем с вами. Как по-татарски будет аэропорт? Мне кажется, так и будет. Аэропорт. Принято. И это правильный ответ. Действительно, аэропорт так и будет аэропорт. Ну, еще иногда говорят хавалана. Ксения, играем с вами. Ксения, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет регистрация? Сложное слово. Угу. Так, регистрация. К сожалению, я не знаю. Жанна, есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Как же по-татарски будет регистрация? Мне кажется, так и будет регистрация. Все логично. Все логично, все просто. Регистрация. Это неправильный ответ. Регистрация по-татарски будет тыркяу или тыркялю. Будем знать. Итак, Жанна, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет крыло? Ну, мы в тему авиации, там самолет, Да, у него да. есть крыло. У птиц еще есть крыло. Крыло. Так. Ну, нет, так нет, давайте попробуем. Может, у Ксении есть вариант ответа. Ксения, все-таки, как вы думаете, как по-татарски будет крыло? На уроках татарского языка мы изучали эту тему, Ага. но, Что значит «но»? Но она не знает. да, я не знаю. Мне стыдно, но я не знаю. Вы как-то реже ходите на татарский, Жанна, чем Ксюша, да, у меня вопрос? Нет. Нет, вы вместе ходите? Да. Видимо, недостаточно времени уделяем предмету. Родному языку. Понятно. Уважаемые телезрители, уважаемые участницы, крыло по-татарски будет «конат». Итак, Ксения, играем с вами. Ксения, как по-татарски будет «международный»? Я понимаю, что у вас возникает вопрос, откуда появляется слово «международная спортивная авиация». Все применительно к международному аэропорту Казань. Да, все логично. Я знаю, что это легкое слово, но я не могу его вспомнить. Нет, не знаю. Это очень легкое слово. Не Очень. знаю. Ну что ж, нет так нет, Жанна. Продолжаем с вами. Есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Все очень просто. В этом слове 5 букв. Оно очень сложное. Если вы мне подскажете первую букву. Первая буква Х. Ха. Хлеб. Ну что ж, уважаемые телезрители, уважаемые участницы, народ по-татарски будет холок, а международный по-татарски будет холагора. То есть международный. Так и знала, что легкое слово. Очень легкое слово на самом деле. Итак, играем с вами Жанна. Жанна, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет авиалинии?
Я не знаю, к сожалению. Смотрите, авиа – это воздух, да? Линии – это дороги. Дороги – воздушные дороги. Воздушные линии. Авиа. Хава. Ладно, Жанна, Ксения, есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Все очень просто. Смотрите. Воздух. Хава. Дороги. Юл. Дороги. Юлар. Дороги воздуха. Так, то есть нужно соединить эти слова. Мгм. И там падежное окончание добавить. поменяется. Хава Давай. Юларе. Уважаемые телезрители, Хавайю Лара принято. Это правильный ответ. Действительно, авиалинии по-татарски будет Хавайю Лара. Уважаемая Жанна, уважаемая Ксения, уважаемые участницы, наша игра сегодня подошла к концу, и результаты сегодняшней игры следующие. Жанна, вы набрали 19 баллов, и вы молодец. Я искренне желаю вам в дальнейшем изучать родной татарский язык. Ксения, вы набрали 39 баллов. Я поздравляю вас с победой в сегодняшней игре. От телекомпании «Татарстан Новый век» и телеигры «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Спасибо большое. Спасибо. Держите, это очень тяжело. Ого, какая тяжелая книга. Уважаемые телезрители, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровнях. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Мне очень понравилось, я получила массу позитивных, положительных эмоций, и я надеюсь, что в следующий раз я смогу проявить себя лучше, и я считаю, что главное это не победа, а участие. Это очень интересная игра, мне понравилось в ней участвовать, одни положительные эмоции. Ну а всем хочу пожелать, что нужно изучать татарский язык, нужно его знать.